Добро пожаловать в Пружацкую библиотеку. Сегодня вас ждет знакомство с 10 книгами из 10 самых разных стран. Герои этих книг самые разные. И по возрасту, и по национальности, и по вере. Так что же объединяет эти книги, спросите вы? Ответ очень прост. Герои этих книг, они очень любят жизнь, мечтают, борются за свою мечту и никогда не сдаются. Ну что ж, давайте мы познакомимся поближе с этими героями и, возможно, научимся у них любить жизнь и не сдаваться. Устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Эта книга о 3 совершенно разных женщинах из 3 разных стран. Этих женщин объединяет одно – желание изменить свою жизнь. Индия, Смита. Она из касты неприкасаемых. У нее тяжкий, изматывающий труд. И ее жизнь полна унижений. Так было на протяжении многих поколений ее семьи. Мама, бабушка – все они были неприкасаемыми. И такая же судьба уготована ее дочери. Но Смита не хочет такого будущего для своей дочери. И она решает рискнуть всем, но изменить жизнь дочери. Сицилия, Джулия. Она работает в мастерской своего отца. Это семейный бизнес. Но когда отец попадает в аварию, Джулии приходится взять управление в свои руки. И тогда она понимает, что компания почти разорена. Ей придется сделать непростой выбор, чтобы спасти компанию, но благодаря этому она обретет себя. И третья героиня, она из Канады, Сара. Успешный адвокат, мать 3 детей, которая все прекрасно сочетает. И кажется, ее жизнь безоблачна. Но однажды врачи ставят ей страшный диагноз. И у Сары выбор – бороться за свою жизнь, за карьеру или все-таки сдаться и покориться судьбе. Эти женщины – сильные женщины, которые делают выбор в пользу жизни, борьбы. Они мечтают, борются и, конечно же, не сдаются. Халед Хосейни в своей книге рассказывает нам о 2 женщинах. Они совершенно разные, из разных миров. Мариам – незаконная дочь бизнесмена. Она с раннего детства познала, что такое унижение и несчастье. И Лейла. Она, наоборот, любящая дочь, любимая дочь в дружной семье, которая мечтает о интересной и прекрасной жизни. Вот только их жизни связывает война в Афганистане. И они становятся друг для друга то ли сестрами, то ли подругами, то ли врагами. Вот только друг без друга они не смогут выжить. Они нужны друг другу, чтобы преодолеть все страдания, чтобы насладиться крупицами радости, которые выпадают на их долю, и чтобы побороться за счастье, к которому они попытаются прорваться, несмотря ни на что. У героини следующей книги Кэт Бреннер, на первый взгляд, идеальная жизнь. Она живет в городе своей мечты – Лондоне, работает в престижном рекламном агентстве. И вообще ее жизнь в Инстаграме показана как яркая и запоминающаяся. Но на самом деле это всего лишь видимость. Кэт очень одинока в городе. Ее недолюбливают соседи, на работе ее не ценят, и ее идеи никому не нужны. И тогда Кэт решает приблизить свою реальную жизнь к виртуальному идеалу. Вот только нужно ли это? Нужно ли жить чьей-то идеальной жизнью или нужно жить своей жизнью, пускай она и не совсем идеальная? А вот жизнь следующей героини Александры Калинкиной была совершенно обычной. Она обычная пенсионерка, и жизнь у нее размеренная, спокойная, и она ее совершенно устраивала. Вот только однажды происходит чудо,
и Александра просыпается помолодевшей на 40 лет. Это же шанс изменить свою жизнь, что-то приобрести в свою жизнь новое, привнести что-то новое. Но только этот шанс дан не навсегда. Ей надо исправить ошибки, ей нужно позаботиться о том, что она натворила за всю свою жизнь. Сможет ли Александра это сделать? Ну, возьмите книгу и прочитайте. А пенсионер из книги Бакмана Уве, в отличие от Александры, совершенно недоволен своей жизнью. Он ворчливый педант, который совершенно недоволен всем. Его раздражает буквально все. Неправильно припаркованные машины, мусор, который бросили мимо урны, соседи, которые слишком шумят, собаки, которые слишком громко гавкают. Все и вся раздражает старика Уве. Нельзя въезжать на машине. Вы что, знаков не видите, что ли? Я-то вижу, а вы, наверное, ослепли. Где машина? Чтобы ваш пес больше не дудонил на наш асфальт. Не слушай злобного старикана, принц. Андрес, ты видал, что этот дед творит? Что ты псу сделал? Это не пес, это зимний сапог с глазами. 27 августа ты взяла у меня шланг. Отдавай его. Будешь поливать сад в марте? Раз ты свой поливаешь, то и я буду. Что с тобой творится, Уве? А я скажу, что ты упрямый самодур. Вы ему жизнь спасли. Его жизнь. Это же его жизнь. Но когда у Увы появляются новые соседи и случайно автомобилем сбивают его почтовый ящик, все меняется в его жизни. И оказывается, у ворчливого педанта большое, доброе сердце. Он обретает неожиданную дружбу. Он знакомится с замечательными, добрыми людьми и вспоминает, что такое заботиться о ком-то, что такое любить кого-то. И вместе с Уве мы понимаем, что жизнь одного человека очень сильно может повлиять на жизнь других людей. Еще один пожилой герой, Карл Кольхов, в отличие от Уве, очень доволен своей размеренной, неспешной жизнью. Он продавец в книжном магазине, который еженедельно ходит по своим читателям и носит им книги. Этот ритуал нравится и самому Карлу, и его многочисленным читателям. Однажды в размеренную жизнь Карла врывается словно ураган 9-летняя девочка. И она начинает задавать массу неуместных вопросов Карлу, а также пытается что-то изменить в его жизни. Сначала это его раздражает, но затем он привязывается к ребенку, и вместе они пытаются решить проблемы читателей, помочь им наладить свою личную жизнь. А помогают им в этом, конечно же, книги. Следующая книга, о которой я хочу вам рассказать, она о том, что жизнь продолжается и после смерти. Более того, нам обещают небывалые миры и путешествия. И именно в такое путешествие отправляется герой книги Крис Нильсон. У вас красота. Что ты, это у тебя красиво. У меня? Конечно, это творишь ты. Мы все сначала теряемся, мы хотим безопасности, комфорта. И рисуем то, чего подсознательно желаем. Только ты зачем-то взял настоящие краски. У Энни кое-чего не было. Например, птицы. Энни дала набросок. Как бы общую идею. Теперь ты сам творишь целый мир. Фантазируешь, вспоминаешь любимые картины, все, что хочешь. Почему не летит? Полетит, когда ты захочешь. Ха-ха! Получилось! А можно кругами? Ты тут художник! Это твой мир! Смотри, как пошло! Может, поярче крылья расписать? Здорово! Чуть розовее. Вот так.
Я не хотел. Да, это я. Знаешь, когда мы вместе, мы как бы соавторы. Запустим слона. Энни не нарисовала вам тут домик? Рисовала дом наших грез. Пройдемся по воде. Так короче будет. Вот ты срезал. Это легко, Крис, смотри! Я утону. Не бойся, ты же мертвый. Я под водой. Что значит я? Твои руки, ноги, Отчасти. правда? А без рук, без ног уже не ты? Все равно я. Так что значит я? Видимо, мой мозг. Твой мозг. Твой мозг часть тела. Как ноготь или сердце. Почему это часть ты? Потому что я как голос в голове. Эта часть думает, чувствует, знает, что я существую. Раз ты знаешь, что существуешь, значит, так и есть. Поэтому ты тут. Окон нет. Что ты боишься в них увидеть? Вот только никакие красоты рая не могут заменить Крису любимого человека. Он очень тоскует по своей жене Энн. Но остается ему только надеяться, что они рано или поздно встретятся. Однако именно Энн не выдерживает этой разлуки и кончает жизнь самоубийством. И перед Крисом выбор: остаться на небесах и ждать, пока закончится наказание его жены, или бросить все и спасать любимую. Выбор, который сделает Крис, доказывает, что все возможно в этом мире, если ты искренне любишь и веришь в себя. Еще одна книга о всепобеждающей любви, которая способна расцветать в темных местах. А какое самое темное место может быть, кроме Освенцима, времен Второй мировой войны? Концентрационный лагерь, где убивали и мучили. И именно туда в 1942 году попадает словацкий еврей Людвиг Соколов. Он становится татуировщиком, набивает номера новым заключенным. И однажды встречает девушку Гиту, которую, несмотря ни на что, влюбляется. И они вместе верят, что их любовь не погибнет, что они будут вместе, и все закончится хорошо. А вот герой следующей истории, индийский мальчик Пи, борется за жизнь вместе с бенгальским тигром. И не где-нибудь, а в шлюпке посреди Тихого океана.
Его история заставляет задуматься, а так ли мы отличаемся от диких зверей, если не рядить нас в одежды и оставить вдалеке от готовой пищи? Сможет ли мальчик Пи остаться человеком, выживая? Какие принципы он сможет сохранить в себе, если нужно ему пожертвовать очень многим, чтобы добраться до суши? Животные не только могут помочь нам, людям, понять, какие мы, но могут и рассказать историю. Вот и кот Нана из книги Хиро Арикавы рассказывает нам о непростой своей бродячей жизни. Рассказывает нам о своей дружбе с человеком Сатору. Вместе с Сатору они путешествуют по Японии, знакомятся с самыми разными людьми. У этих людей свои проблемы, свои трудности, но Нана и Сатору дарят им частичку своего тепла и показывают им, что такое верность и настоящая дружба. Вот такая жизнелюбивая подборка у нас получилась. Надеюсь, вы зарядились позитивом у наших героев и почувствовали, как прекрасна и интересна наша жизнь. Цените вашу жизнь. Собирайте прекрасные моменты и не унывайте. И, конечно, наши книги вам в этом помогут. Ждем вас в Пружанской центральной библиотеке. До новых встреч!